Доброе утро ранним телезрителям, которые встречают утро вместе с нами в эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня среда, 11 марта, уже середина весны вовсю. Но я думаю, что сейчас самое время узнать, какие же интересные даты приходятся на сегодняшний день. Итак, сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники органов наркоконтроля. За последние несколько лет в России благодаря этому ведомству была выявлена и пресечена деятельность тысяч преступных групп и наркосообществ. Ликвидированы десятки тысяч наркопритонов, проведены сотни международных полицейских операций. Более 200 тонн наркотических средств и психотропных веществ, в том числе тонны героина, марихуаны и гашиша, почти 3 миллиарда условно-средних разовых доз синтетических наркотиков не дошли до потенциальных потребителей. Поэтому эта служба бережет наше здоровье и будущее нашей нации. Поздравляем. Да, и все это утилизировалось где-то. Естественно. Также свой профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники частных охранных агентств. Ведь именно 11 марта 1992 года в России был принят закон о частной детективной и охранной деятельности. Согласно статистике, большая часть охранников – бывшие сотрудники органов внутренних дел, почти 100 тысяч человек. И отставные военнослужащие. Также в эту профессию нередко приходят люди, работавшие прежде в органах государственной безопасности и прочих правоохранительных структурах. Ну и к интересным событиям этого дня. 11 марта 1878 года на заседании Французской академии состоялась демонстрация собравшемуся научному сообществу фонографа Томаса Эдисона, патентное изобретение, которое он получил буквально за месяц до того. Научное сообщество увидело, как при воспроизведении записи звука игла, двигающаяся по канавке, передает колебания на упругую мембрану, которая излучает звук. Все сначала шло гладко, но оказалось, что не все светила французской науки адекватно восприняли говорящую машину. На демонстрации произошел весьма курьезный случай. Когда из коробки раздался голос, профессор-филолог Жан Буяр вскочил со своего места и, подбежав к человеку, демонстрировавшему устройство, принялся яростно его душить, приговаривая: «Негодяй, вы думаете, мы позволим чревовещателю надувать нас? Как вы могли поверить мошеннику, который утверждает, что презренный металл может воспроизводить благородные звуки человеческой речи?» Да, действительно, изобретение в то время произвело настоящий фурор. Да. А вот что же, далее давайте узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах минус 22, минус 26, днем минус 15, минус 19. В Заречных минус 16, минус 26, днем минус 6, минус 15. В Южных минус 13, минус 14, днем минус 10, минус 16. В Вилюйских минус 25, минус 30, днем минус 22, минус 24. В Нижнеленских минус 23, минус 31, днем минус 17, минус 27. В Заречных минус 25, минус 32, днем минус 22, минус 24. В Колыма-Индигирских 25, минус 34, минус 15, минус 25, днем. В Янских минус 29, минус 38, днем минус 23, минус 27. На северо-западе минус 34, минус 41, днем минус 30, минус 31. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 26 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду, днем ожидается минус 15, минус 17 градусов. Погода хорошая, так же, как и ваше настроение, мы надеемся. Друзья, ну одна из самых, скажем так, топовых тем за последние сутки – это рост курса долларов. Все мы переживаем, что же будет дальше, и мы не могли упустить этот момент и решили спросить наших горожан, как изменится их жизнь с ростом курса доллара. Пока не заметила, не могу сказать. Только рублем пользуемся, доллара нет, не влияет. Да на нашу-то как влияет. Пенсию как получали, так и получаем. Что ничего не влияет. Я не заказываю ничего из интернета, поэтому, кажется, нет. Но если думать о путешествии, конечно, влияет. Дочка мне отправляет деньги, я меняю. Ну, по рублю хорошо мне. Нет, наверное, не влияет. Мне достаточно то, что я получаю. На это влияет. И влияет очень сильно, я думаю. Бьет по экономике каждого человека. Мы ими не пользуемся. Стараемся не пользоваться. Рубли надежнее.
Вот так, друзья, да, если есть соображения по поводу курса долларов, или если есть желание передать кому-то привет, вы, конечно, можете это сделать, отправив ваше сообщение к нам на WhatsApp. По номеру 8 914 279 22 62. Как могут использовать проезд неработающие пенсионеры? Об этом мы поговорим с ведущим специалистом отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Виды компенсации. Виды компенсации бывают двух видов. Это в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно. И второе – это возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах установленных пунктом 10 правил. Для получения компенсации в виде предоставления проездных документов с неработающего пенсионера требуется документальное подтверждение предстоящей поездки. То есть при себе неработающий пенсионер должен иметь курсовку, путевку, либо сейчас допускается приглашение физического лица, при этом, как раньше, не требуется нотариальная заверка документа. Второе. По возмещению фактически произведенных расходов хочу напомнить, что пунктом 10 правил предусмотрено возмещение фактических расходов железнодорожным транспортом, это плацкартном вагоне пассажирского поезда, внутренним водным транспортом в каюте 3 категории речного судна всех линий сообщения, внутренним водным транспортом в каюте 3 категории речного судна всех линий сообщения, морским транспортом в каюте 4 и 5 групп морского судна регулярных перевозок, воздушным транспортом в салоне экономического класса, автомобильным транспортом в автобусе по маршруте регулярных перевозок в междугородном сообщении. Так что, дорогие пенсионеры, знайте, что вы можете получить не только пенсию, можете и воспользоваться своим проездом. По данным Всероссийского общества глухих по России, сегодня более 1,5 миллиона человек, а в Якутии 1537 инвалидов по слуху. Причинами потери слуха разное. Это может быть врожденная глухота, это приобретенная вследствие определенного заболевания. Об этом говорилось на конференции Якутского общества глухих. На данном мероприятии участвовал вице-президент Всероссийского общества глухих Евгений Безруков. Он высоко оценил работу якутского общества, также отметил, что у Якутии всегда высокие показатели по спорту и культуре. Сейчас по республике работает 18 местных отделений, которые занимаются защитой и правами интересов инвалидов, также трудоустройством, полученным образованием, социальной защитой и так далее. И главная задача – привлечения людей с ограниченными возможностями к спорту, творчеству и искусству. Отрадно, что в 2019 году инвалиды достигли больших успехов и достойно представили республику не только в России, но и в конкурсах, соревнованиях международного масштаба. Однако в обществе глухих одной острой проблемой является нехватка сурдопереводчиков, что немаловажно влияет на жизнь инвалидов. Напомним, что по Якутии сегодня в общей сложности 1537 человек. Защита интересов и прав инвалидов, это можно слышать как просто так, да? А если вникать, то работа очень глубокая. Переводчиков у нас всего, которые работают с глухими инвалидами, всего 8 человек по республике. А если вот 1500 разделить каждого 50 глухих инвалидов, на 50 человек должен быть один переводчик. Нет штатов на содержание большего количества переводчиков, поэтому мы просим переводчиков, которые обучились жестовому языку, переводим на договорные основы. Знаете, у нас не только в Якутске, у нас во многих регионах Российской Федерации есть две очень важные проблемы. Это качественное образование глухих людей и последующее их трудоустройство. Вот эту задачу мы должны как можно тесно решать с органами государственной власти. Я уверен, через несколько лет такие задачи, такие проблемы просто отпадут. Удивлен в том, что общество глухих и органы государственной власти республики очень тесно взаимодействуют в решении
практически всех вопросов, которые относятся к глухим. У нас очень большие достижения в области культуры и искусства. Конечно, мы гордимся успехами наших спортсменов, в том числе в Якутии, потому что борцы якутские – одни из лидеров в мире. Ну что ж, прям гордость разбирает. Друзья, ну и на днях завершился финал конкурса «Лидеры России» по специализации здравоохранения. Двое якутян, экономист Анна Алексеева и заведующий пригородным отделением медицинского центра города Якутска, кандидат медицинских наук, доцент СФУ и по совместительству наш коллега Иван Луцкан вошли в топ-100 лучших управленцев страны в сфере здравоохранения. Всего было подано около 10 тысяч заявок. До полуфинала дошли чуть больше 300 участников. После контрольного тестирования осталось только 237 человек. И вот в финале встретились самые сильные – 100 человек. В течение 2 дней участники проявляли свои лидерские качества и боролись в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. Своими ощущениями после конкурса с нами поделился наш коллега Иван Луцкан. Новые знакомства, интересное общение с представителями своей профессии, но из разных регионов. Общие проблемы, но разные пути решения. Это объединяло, в то же самое время это были дискуссии, споры, это был драйв, это решение управленческих кейсов. Все начиналось с 8 утра и заканчивалось поздно вечером. Это был такой безостановочный марафон решения различных задач, встречи с интересными людьми, в том числе и с министром здравоохранения нашей страны Михаилом Мурашко, заместителями министра здравоохранения, с видными деятелями, такими, например, как Леонид Рошаль. И, конечно, это очень было позитивно, классно. И самое главное, что мы не подвели родную республику, свой родной университет, где мы с Анной получали образование. Это Якутский государственный университет. И, конечно, кафедра общественного здоровья и здравоохранения готовит тоже хороших специалистов. И мы еще раз это доказали. Поэтому рады, что так все получилось. А мы рады за Ивана. Да, поздравляем еще раз нашего многогранного коллегу Ивана Луцкана. Так, сколько законов Ньютона ты знаешь? Не помню. А какой материк омывается четырьмя океанами? Америка? Возможно. Двойка, да? Да, на эти и другие вопросы отвечали наши горожане в нашей постоянной школьной рубрике. Давайте посмотрим. Какой материк омывается 4 океанами? Евразия, Африка или Австралия? Австралия. Австралия. С 4? Австралия. Африка. Евразия. Евразия. Она Евразия. Скорее всего, Евразия. На какой территории было создано древнерусское государство? На территории современной Белоруссии, современной Украины или на территории Урала? Не знаю. Ты отвечай. Я даже не знаю. Предположи. Урала. Белоруссия будет. Урал. Украина. Украина. Получается, на территории Украины тогда. Украина, по-моему. Украины. Украина. Территория Украины. Какая планета вращается вокруг своей оси в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет Солнечной системы? Венера, Земля или Марс? Возможно, Марс. Наверное, Земля. Марс, по-моему. Марс. Земля, да. Марс. Походу, Венера. Венера. Девять, деленное на 3, плюс 9, деленное на 3. Сколько будет? 54. 3. 6. 6. 6. 6 будет. 6 будет. 6. 6. 6. Укажите форму множественного числа существительного шило. Шила, шилья или шило? Шило. Шило. Наверное, шило. Шила. Шило. Шила? Все равно, наверное, шила. Шила. Шилья. Шилья. Сколько законов Ньютона существует? 1, 2 или 3? 1. 1. 2. 1. 2, да? 2. 2. 2. Было 3. 3. 3. 3.
Почему срез яблока постепенно начинает желтеть? Потому что кислород поступает, по-моему, я так думаю. Заветривается? Нет? Заветривается? Готовится, да, или как там вы? Созревает. Созревает. Но там происходит окисление железа. С кислородом железо идет в ферме, оно окисляется. Окисляется. Ну вот так, век живи, век учись. Забавная рубрика, с утра проверили друг друга, да? Итак, к актуальной информации об отчете правительства. На 21 час 10 марта отчеты прошли по графику в штатном режиме. Булунский 150 человек, прием граждан 2 человека, отчет продолжается. Алайховский район 17 человек, отчет продолжается. Сунтарский 221 человек, отчет продолжается. Город Якутск, прием граждан по 4 управам 61 человек, прием продолжается. Итого в 34 муниципальных районах и 2 городских округах 399 населенных пунктов с охватом 26 тысяч 307 человек. Прием граждан 1482 человека, плюс 5 коллективных обращений. Каждый понедельник в 9:30 вечером в 9:30 на нашем телеканале выходит передача «ТЧТ», где рассказывается о прогрессивной, активной молодежи села. Во время очередной командировки наша коллега Елизавета Прокопьевна посетила филиал Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, альма-матер всех горняков и нефтяников, Мирнинский политехнический институт, и подготовила следующий сюжет. Если говорить о брендах Якутии, в первую очередь, конечно же, на ум приходят полезные ископаемые. Ведь не зря говорят, что на нашей плодородной земле находится практически вся таблица Менделеева. Основным месторождением мы можем назвать Мирнинский район. И вполне логично, что здесь, на месте, есть филиал Северо-Восточного федерального университета – Мирнинский политехнический институт, где обучают азам горной и нефтяной промышленности. Наш университет, наш институт, филиал СВФУ, находится в городе Мирном. Это получается в самом таком производственном месте, где вот есть производство алмазов издавна, также и очень развита сейчас нефтяная промышленность. И вот наши студенты, поступающие сюда, они проходят практику в этих подразделениях компании «Алроса», компании «Роснефть», а также преимущество нашего института в том, что все наши выпускники устраиваются на работу в эти предприятия. С 2020 года открывается 2 новых направления подготовки, то есть буквально дают нам уже бюджетные места. Первое – это математическое обеспечение и администрирование информационных систем, потому что сейчас тенденция такая в мире и в России, что все смотрят в IT-технологии, в информационные системы. Ну и второе направление – это педагогическое образование с 2 профилями подготовки – иностранный язык и информатика. Основную информацию по поступлению можно посмотреть на нашем сайте. Студенты проходят колоссальную практику на рабочих местах, непосредственно у самих работодателей. А с 2018 года на базе кафедры нефтегазового дела была заключена договоренность с АО «Роснефть». Следует отметить, что всего на территории России, ведь «Роснефть» – это крупнейшая нефтяная компания не только в России, но и одна из крупнейших в мире, работает во многих субъектах Российской Федерации, и базовых кафедр всего около 20. Из них одна базовая кафедра открылась в 2018 году у нас в Мирнинском политехническом институте. Здесь очень важно, что компания «Роснефть» нацелена на то, чтобы готовить для себя будущие кадры из числа местного населения, начиная со школьной скамьи. То есть выпускники «Роснефть-класса», они поступают в высшие учебные заведения, в том числе и к нам на базовую кафедру, затем они трудоустраиваются в компании «Татверахнефтегаз-Добыча». Отдельно нужно отметить оснащенность учебных аудиторий и лабораторий института, где проводятся практически все возможные опыты и научные работы. Данная лаборатория является научно-образовательным центром. Разработки ведутся как для твердых полезных ископаемых от кимберлитового материала при добыче в рудниках, при переработке кимберлитов на фабрике, так и для водных сопутствующих систем. В последнее время разработки расширились. Мы занимаемся не только алмазсодержащими кимберлитами, золотосодержащими рудами, угольным сырьем, то, что востребовано для республики.
В Мирнинском политехническом институте уделяется большое внимание именно практической и научной составляющей учебного процесса. Здесь студенты полностью погружаются в свою будущую профессию, чтобы в будущем вносить неоценимый вклад в развитие нашей республики. Елизавета Прокопьева, Александр Слепцов. Специально для передачи «Новый день». Ну, мы считаем, что уже многие проснулись вместе с нами, но не забывайте писать нам. Можете поделиться с какой-нибудь новостью или хотели бы, может быть, поздравить кого-нибудь с Да, чем-нибудь? мы можем зачитать. Да, это можете сделать прямо в прямом эфире по номеру 8 914 279 22 62. Итак, далее информация. Детская телерадиоакадемия «Полярная звезда» НВК «Саха» приглашает творческие коллективы талантливых детей, студентов, молодежь на 14-й республиканский многожанровый телевизионный конкурс «Свети, сияй, полярная звезда-2020». 23-24 марта 2020 года в культурном центре «Сергелявские огни» СФУ имени Максима Кировича Амосова. Только для вас специальная программа-конкурс, посвященная Году памяти и славы с Российской Федерации, Году патриотизма в Республике Саха-Якутия и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заявка принимается по адресу: город Якутск, улица Орджоникидзе, 48А, кабинет 114А, ДТРА «Полярная звезда». Вход со стороны сквера, ну, за сквером Кондакова. В общем, все знаете, наверное, это вот сбоку основного здания. Второй наш вход. Да, НВК «Саха». Так Ну, что, в общем, да, друзья, заявки родители принимаются. и дети, Мгм. приходите, подавайте заявки. Ну а мы будем продолжать наши эфиры. И сегодня поговорим о развитии детского здравоохранения в нашей республике. И сегодня у нас очень важная гостья Вера Ильинична Босикова, главный педиатр Департамента организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Вера Ильинична, Вера, доброе доброе утро. утро. Как настроение? Доброе утро. Отличное настроение. Ну, это Бодрое. хорошо. Да, отлично. Ну что ж, первый же вопрос. В 2019 году была утверждена программа развития детского здравоохранения в Якутии. Какие направления она включает? В рамках национального проекта здравоохранения в прошлом году была принята наша региональная программа развития детского здравоохранения Республики Саха-Якутия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детскому населению до 2024 года. Данная программа она включает в себя 10 основных индикаторов показателей, которые мы должны достигнуть к 2024 году. Основным ключевым показателем является снижение показателя младенческой и детской смертности. Младенческую смертность мы должны снизить до 4,2 на 1000 живорожденных к 2024 году. Данный показатель за 2019 год составил 4,6. Ну, к сожалению, приходится констатировать, что у нас вот смертность детей до года остается на стабильно таком уровне. Одним из основных также показателей данной региональной программы является повышение доли преждевременных родов в перинатальных центрах. Это осуществляется за счет совершенствования схемы маршрутизации беременных женщин, их своевременной госпитализации женщин с преждевременными родами, перинатальные центры, то есть высококвалифицированные медицинские учреждения 3-го уровня в город Якутск для оказания качественной медицинской помощи новорожденным недоношенным детям. Также к основным показателям относятся повышение доли посещение детей детских поликлиник с профилактическими целями до 50%, повышение охвата диспансерным наблюдением до 60%, также детей с впервые выставленными диагнозами, такими как болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной системы, болезни глаза и болезни эндокринной системы. А в совокупности при достижении данных показателей, вот 10 показателей к 2024 году приведет к тому, что мы снизим показатели заболеваемости в детском возрасте. Также мы будем рано выявлять патологические состояния у детей и у подростков, своевременно проводить корректирующие мероприятия, реабилитационные мероприятия, что приведет к снижению, предупреждению хронизации заболеваний и ранней инвалидизации в детском возрасте. Вера Ильинична, ну планы грандиозные, планы очень хорошие, направлены на наше будущее. А у меня такой вопрос. Сами медработники готовы оказывать вот такие комплексные, скажем, услуги? Что будет с образованием, с повышением квалификации?
Целью оказания доступной и качественной медицинской помощи, первичной медико-санитарной помощи детскому населению на уровне детских поликлиник, во-первых, мы ставим такие задачи. Первое – это обучение специалистов, то есть врачи, акушер-гинекологи в женской консультации, врачи-неонатологи, педиатры, анестезиологи, реаниматологи будут повышать свою квалификацию в федеральных симуляционных центрах. Они будут обучаться на специальных симулянтах для оказания для оказания медицинской помощи качественной и для практических навыков. А что это за симулянты? Что это за такие аппараты? Это не аппараты, это манекены, скажем так, для того, чтобы врач подточил свои практические навыки на них для оказания первой экстренной медицинской помощи детям в той или иной ситуации, скажем так. Они выглядят прям как натуральные, да? Выглядят как люди, как натуральные, как дети. да, выглядят как натуральные. Ну вот, получается, да. Так, за 2019 год мы обучили 57 специалистов по перинатальной службе. И в этом году мы планируем провести обучение 60 специалистам. И так до 2024 года мы должны обучить 400 специалистов. То есть полностью охватить всех специалистов, акушер-гинекологов, неонатологов, особенно касается детской службы, да, педиатров и анестезиологов, реаниматологов. А вторая основная задача – это у нас повышение охвата профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних, полностью детское население до 80%, и в том числе особенно внимание уделить детям подросткового возраста, 15-17 лет. Это так называемые обычные осмотры, то, что взрослые проходят каждый год, да? Это ежегодные профилактические медицинские осмотры в соответствии с порядком федеральным нормативом. То есть это приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 514-Н. В соответствии с данным порядком проводится осмотр детей декретированных возрастных групп врачами-педиатрами и консультация узких специалистов. Вот здесь немножко поподробнее нужно, да? Декретированные возрастные группы – это 1 год и так далее. И каких специалистов мы должны проходить с нашими детьми? Ну, рождается ребенок. В 1 месяц и далее в последующие месяцы, да, до года и до 17 лет включительно должны проходить ежегодно профилактический медицинский осмотр. Но перечень специалистов той или иной возрастной группе, он меняется. То есть в 1 год осмотр производится 10 специалистами, и клиника лабораторными диагностическими исследованиями, куда входят общеклинические анализы крови, мочи, исследования биохимических параметров, также ультразвуковое исследование органов брюшной полости, ультразвуковое исследование сердца и так далее, и многое другое. И в зависимости от возраста, то есть мы сосредотачиваем свое внимание и в подростковом возрасте, 15-17 лет. Тут, конечно, особое внимание уделяется осмотру таких специалистов, как детский гинеколог и детский уролог-андролог. Целью раннего выявления патологических состояний репродуктивной сферы. И третья основная задача – это все-таки оснащение детских поликлинических отделений современным медицинским оборудованием. Оборудование, да? Да, современное медицинское оборудование. За 2019 год мы оснастили 13 медицинских организаций и закупили 100 единиц медицинского оборудования. Ну, я думаю, что да, благодаря этой программе у нас через буквально 4 года действительно все станет лучше со здоровьем у детей. Большое спасибо вам, что пришли. Спасибо вам Зрители, большое. не переключайтесь. Да, друзья, наш утренний эфир продолжается, и мы уверены, что вы сейчас уже точно проснулись. Смотрите программу «Новый день», кстати. Да, за завтраком, скорее всего. Что ж, мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Сегодня на пленарном заседании Госдумы запланировано рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию в третьем чтении, затем он будет направлен в Совет Федерации. Накануне парламентарии рассмотрели и приняли во втором чтении проект закона о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Он был инициирован лично президентом страны Владимиром Путиным. Кроме того, в ходе пленарного заседания были предложены две значимые поправки. С первой выступил Александр Карелин. Он предложил провести досрочные выборы Государственной Думы на фоне изменений в Конституцию. Относительно позиции Александра Александровича Карелина о необходимости новых досрочных выборов Государственной Думы. Моя точка зрения здесь известна. Если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной Думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок. А значит, и Государственная Дума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. Конечно, возникает вопрос, имеет ли действующий состав Госдумы принять эти новые полномочия? На мой взгляд, конечно, да. Почему? Все юридические, легитимные основания для этого есть. Разумеется, в конечном итоге это ваше решение. Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, а его, как мне сказал председатель, нет, то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной Думы. Со второй инициативой вышла Валентина Терешкова. Она предложила рассмотреть вопрос о снятии ограничений по числу президентских сроков. В частности, она предложила снятие ограничения по числу президентских сроков, либо записать в одной из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства. А мы-то с вами как раз принимаем поправки не на год, не на 2 и даже не на 10. Я надеюсь на более отдаленную историческую перспективу, хотя бы лет на 30-50. И в этой долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. О будущих поколениях нам нужно с вами подумать. Потому считаю все-таки нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству президентских сроков. Переходим к региональной повестке. Владимир Васильев освобожден от должности первого заместителя министра по внешним связям и делам народов Якутии в связи с переходом на другую работу. Указ подписал руководитель региона Сэн Николаев. Кандидатура Владимира Васильева согласована на выдвижение на ответственную должность исполнительного директора Северного форума, который является уникальной площадкой для диалога между странами и регионами для улучшения качества жизни на севере, а также поддержки устойчивого развития северных арктических территорий и инициатив в сфере социально-экономического сотрудничества между северными регионами. Ребята разных народов поют якутские песни и играют на хамусе. В Неринге состоялся концерт детского фольклорного ансамбля «Чоранчик». Сюжет Тамары Игнатьевой. Зрители тепло встретили юных артистов. Каждое их выступление сопровождалось громкими аплодисментами. Солист ансамбля Ярослав Гара учится в 6 классе. 3 года назад он пришел в Чоранчик. Детский фольклорный ансамбль «Чоранчик» был создан на базе 2-й школы более 20 лет назад. Бессменным руководителем является преподаватель национальной культуры высшей категории, отличник образования Якутии Маргарита Попова. Коллектив интернациональный, занимаются дети разных национальностей, например, русские, украинцы, узбеки, буряты, казахи, киргизы, ну и другие эвенки. Более 200 детей через мои руки прошли, научились играть на хамусе, петь народные песни. Ансамбль «Чоранчик» – неоднократный победитель и лауреат республиканских, российских и международных конкурсов. Вот наша доска почета, очень много здесь дипломов и грамот, заработанных детьми под руководством Маргариты Дмитриевны. Дети, помимо разучивания песен, узнают культуру, историю народа и с удовольствием играют национальные настольные игры. Если играть на хамусе, по мнению детей, не так сложно, то разучивать песни на якутском для них было вначале непросто. Сначала, конечно, тяжело учить их, но потом уже это интересно и весело.
Якутские народные песни в исполнении ансамбля «Чоранчик» никого не оставили равнодушными. А игра на хамусе талантливых школьников в ярких национальных костюмах вызвала у публики бурю эмоций и восхищения. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Впереди еще много важной и актуальной информации, не переключайтесь. Ну что ж, спасибо нашим коллегам за такие новости. Хороший день начинается с хороших новостей. Тем более, что совсем недавно стало известно, что проект «Мама в книге» выиграл президентский грант. И сегодня об этом проекте нам расскажут наши гости. Это Дарья Николаевна Филиппова, руководитель проекта «Мама в книге», руководитель направления «Молодая Якутия» открытого форума женщин Республики Саха, подруги Джогелер, и Сидоров Олег Гаврилович, председатель Ассоциации писателей Якутии. Вот сразу покажу фонд президентских грантов «Мама в книге». Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, расскажите про этот проект «Мама в книге», как он возник и какие цели преследует. Наш проект возник уже осенью и зимой прошедшего 2019 года. Мы подавали заявку в ноябре. Это фотопроект, который раскрывает образы мам в литературах разных. Первый этап весной мы рассматриваем сейчас якутскую литературу. Осенью мы будем рассматривать русскую литературу, и зимой уже зарубежную литературу. Этот проект призван для того, чтобы молодежь начала читать и перечитывать произведения в поисках именно образа мамы. Как он написан в произведении? Ведь образ мамы, он играет главнейшую роль в нашей жизни. И чтобы раскрыть эти образы, мы призвали наших партнеров, многочисленные организации откликнулись на наш призыв и стали партнерами нашего проекта. И мы думаем, что с помощью всех школьников, студентов, литературных критиков, писателей, учителей, преподавателей и всей общественности Якутии мы сможем раскрыть образы и в якутской литературе, образ матери. Ну а как будут рассматриваться эти образы? То есть вы будете собирать заявки от желающих воплотить эти образы? Да, такое будет, но сейчас на данном этапе мы собираем именно предложения. Нужно выбрать произведение автора, указать и конкретный образ матери. То есть, как получается, он написан. заявку? Да, заявки мы до конца недели собираем. Можно направить на нашу почту, форум подруги mail. И также, если ввести в поисковик, у нас сразу открывает ссылку на запись. А также можно стать волонтером проекта, фотографом, организатором. Потом мы будем выбирать конкретные моменты. То есть из 20 произведений мы выбираем 10, голосуем за них, и потом оживляем фотографии. То есть это будут костюмированные образы, постановочные фото, да? Постановочные фотографии, описание к ним мы обязательно переводим еще на английский язык, чтобы возможность была и транслировать это в зарубежные СМИ, в разные издательства, через различные организации. И думаем, что наш проект получится. Главное присоединиться к нему сейчас, направить свои предложения, также записаться в качестве волонтера. И завтра, 12 марта, у нас 2 часа будет в Национальной библиотеке встреча с общественностью. Наши первые общественные обсуждения проекта образов матерей. Приходите с подготовленными образами, которые вы уже успели, предложениями, разборами образов. Также можно послушать и сразу записаться, и также поделиться своим мнением и идеями. Олег Гаврилович, к вам, наверное, вопрос. Если какие-то мировые образы матерей все-таки более известны, то какие в якутской литературе можно считать самыми уникальными, самыми теплыми? Какой же образ якутской матери? Да, вообще якутская литература, конечно, очень богата и образами матери, начиная даже с фольклора, да, то есть Олонко, если мы берем. И наши первые классики, конечно, обращались и к образу матери. Вот, это сразу на ум приходит Платон Алексеевич Аюмский. Он посвятил такое стихотворение, в котором есть и его, может быть, прощальное, это 1937 год, поэтому, вы понимаете, там... Настроения такие, да. И мне кажется, еще
70-е, 80-е, 90-е годы значит, была песня «Таптырнени». И это на стихи нашего народного поэта Эллея Кулачкова. И эта песня в исполнении «Полюбим Ольги нашу мать», Ивановой Сидоркевич, да, она имела очень большую популярность. То есть каждый вот раз, 8 марта, да, это всегда Все эта песня исполняют эту звучала. песню, да. да. Ну, вот в последнее время, может быть, она немножко забылась, да, но, в общем-то, вот соединение, на этот раз вот я хочу сказать большое спасибо авторам этого проекта, потому что они соединяют вот литературу, такую традиционную нашу, именно вот, ну, как бы диджитал, да, то есть это и фотографии, вот это, и в интернет это все, то есть приблизить молодежи литературу, вот такую и классическую, да, вот, в общем, поэтому большое спасибо, что таким образом рекламируется, продвигается литература качественная, хорошая. Не будет собираться образное что-то, а вот именно вот отдельные пункты. Конкретный персонаж, да? А через конкретные образы мы хотим отразить какой-то исторический даже период времени, в котором описывается этот образ, какую-то проблему, которая раскрывается через образ. Например, есть матери разные, и мы хотим все эти проблемы и показать, и еще и показать матерей, идеальных матерей, которые успевают все. Идеализировать. Да, идеализированные образы. И показать образы, они описаны в якутской литературе. Бывают женщины, которые столкнулись с какими-то трудностями, да, в жизненных ситуациях оказались. Их тоже нужно показать, не осуждая, чтобы мы могли задуматься в будущем о материнстве, и вообще о проблемах нашего общества. К чему стоит стремиться? Да, еще раз напомните, куда можно пойти, по какой ссылке, куда позвонить, куда зайти, чтобы проголосовать или подать свое предложение. На сайте форума подруги Джойгаляр у нас есть форма, специальная Google форма для заполнения. Вы можете записаться в качестве волонтера проекта, в качестве организатора этого проекта и также направить свои предложения. И также завтра всех ждем, приглашаем завтра, 12 марта, в 2 часа в Национальную библиотеку Республики Саха-Якутия, Ленина, 40. Ну что ж, завтра есть шанс все, принять да. участие. А вы не переключайтесь. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. В эфире программа «Новый день». С вами Евгения Гурлева. И Максим Гоголев. Да, давайте еще раз напомним, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром центральные улусы минус 22, минус 26, днем минус 15, минус 19. В Заречных минус 16, минус 26, днем минус 6, минус 15, Южных минус 13, минус 14, днем минус 10, минус 16. Вилюйских минус 25, минус 30, днем минус 22, минус 24. Нижнеленских минус 23, минус 31, минус 17, минус 27 днем. В Западных минус 25, минус 32, минус 22, минус 24 днем. В Колымо-Индигирских минус 25, минус 34. Днем минус 15, минус 28. В Янских минус 29, минус 37. Днем минус 23, минус 27. На северо-западе минус 34, минус 41. Днем минус 30, минус 31. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 26 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 15, минус 17 градусов холода. Ну, с одной стороны тепло, но с другой немножко похолодало. Друзья, если вы переживаете, что можете подхватить простуду в эти дни, есть простой народный рецепт, как ее избежать. Очень хороший согревающий чай. Берете и завариваете черный чай, кладете туда немножко нарезанного имбиря, лимона, и сверху, когда чай уже заваривается, добавляете меда. И вкусно, и сладко, и очень поднимает иммунитет. Ну а у нас на очереди продолжаем цикл документальных сюжетов о якутянах, героях Советского Союза. Сегодня смотрите сюжет об Алексее Афанасьевиче Миронове. Итак, цикл «Ничто на земле не проходит бесследно». Что на земле
не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. «30 марта 1945 года. При освобождении Венгрии от фашистских захватчиков пал смертью храбрых снайпер, гвардии сержант Миронов Алексей Афанасьевич. До конца войны оставалось 39 дней, а легендарному снайперу было 33 года. Из воспоминаний боевых товарищей. Один из немецких юнкерсов оторвался от строя и стремительно пошел вниз. Миронов прицелился и плавно нажал на курок. Самолет стал набирать высоту. Миронов пожал плечами. «Это тебе не в уток стрелять», – пошутили над ним. Но вдруг юнкерс потерял управление и врезался в землю. Имя Алексея Миронова стало известно по всей армии. О нем писали в газетах, печатали фотографии, а фронтовые художники рисовали его портрет. Из письма жене Варе. Охотничий азарт помогает мне на фронте. На моем счету 180 немецких солдат. В удобной позиции, на расстоянии 1300 или 800-900 метров, пуля удачно попадает в цель. Если бы не снайперская хватка, возможно, я бы давно пал в каком-нибудь бою. 26 июня 1943 года гвардии полковник Василенко и Петерс пишут в военный совет армии. Миронов достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Заключение военного совета армии наградить орденом Отечественной войны первой степени. С августа 1941 по март 1945 года гвардии сержант-снайпер Алексей Миронов прошел военными дорогами из Подмосковья до Венгрии. Он не дожил до победы всего 39 дней. Из письма Алексея Миронова. Я вернусь. Я обязательно вернусь. И он действительно вернулся на родину героем. 5 мая 1990 года прославленному якутскому снайперу присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Сейчас мы в эфире. Напоминаем, что детская телерадиоакадемия «Полярная звезда» НВК «Саха» приглашает творческие коллективы, талантливых детей, студентов, молодежь на 14-й республиканский многожанровый телевизионный конкурс «Свети, сияй, Полярная звезда-2020». 23-24 марта 2020 года в культурном центре «Сергелявские огни» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Только для вас специально программа-конкурс, посвященная Году памяти и славы Российской Федерации, Году патриотизма Республики Саха-Якутия и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Заявки принимаются по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, 48А, кабинет 114А. «Полярная звезда». Вход со стороны сквера имени Кондакова. Также хотели бы зачитать вам одно сообщение. Пришло. Дорогого, любимого Алексея Павловича Габышева поздравляем с профессиональным праздником, Днем сотрудников частных охранных агентств. С любовью,
дочь Дарья. И мы тоже присоединяемся и тоже поздравляем. Друзья, ну а 15 марта в Музее России «Моя история» состоится замечательная акция «Дети в музее». И сегодня об этом нам расскажут ее непосредственно организаторы и участники. Итак, у нас в гостях Евсеева Лада Петровна, методист исторического парка «Россия. Моя история». Ну и, собственно, наши молодые гости. Это Сандал Яковлев, ученик 6 Б-класса школы номер 17, и Никита Павлов, 3 А-класс школы номер 33. Я вижу, что у Никиты прям настроение отличное. Ну что ж, расскажите, почему, откуда возникла идея такого дня, праздника, как Что же «Дети это в музее»? такое «Дети в музее»? Да. Ну, понятно, что сейчас образование поменялось, да, и вот эта система «я говорю, а вы меня все слушаете», да, сейчас уже не работает. Сейчас музей делает ставку на интерактивные, познавательные программы, да, и с тех пор, как я пришла в парк и занялась именно детскими семейными программами, сразу хотелось затащить как можно больше детей в какой-то необычный формат. И я прочитала детскую книжку «Полих открывает музей». Я потерла руки и сказала, у нас будет акция «Айсен открывает музей». Айсен, причем я выбрала совершенно случайно, да? Не совпадение, просто так, да. И мне сразу говорят, тот самый Айсен. Я поняла так. Мы меняем название, никаких Айсенов, да. И мы назвали «Дети в музее» и решили сделать такой вот необычный формат. У многих детей хранятся какие-то их собственные драгоценности, да. Это может быть коллекция молочных зубов, может быть вот такие ложки, да. Могут быть фантики там и так далее. И это никто не видит, кроме близких родственников, да. И вот чтобы дети почувствовали себя прямо, причастились к этому музейному делу, да, чтобы они поработали... Коллекционерами себя Да, чтобы они ощутили, поработали да? с коллегами. И на меня вышел главный коллекционер Якутии, председатель Союза коллекционеров. Он говорит, да, мы вам поможем, давайте сделаем вот такую акцию. Ну и понятно, что чтобы там не ходили грустно только одни коллекционеры, мы зовем всех детей, которые... Что тоже необычно, они сами проводят мастер-классы, они сами зарабатывают, то есть они получают на этот день ставку от музея и донатную систему, да, чаевые от посетителей, да, чтобы они заработали своими навыками. Плюс будет у нас сбор игрушек, как бы той-кроссинг, можно будет прийти, попробовать поменяться, да, игрушками, что-то продать на аукционе, что-то так отдать, подарить, вот, чтобы собрать детей, и они почувствовали себя хозяевами музея на один день. Сандал, расскажи, почему ты решил участвовать в этом конкурсе? Ну, раньше я тоже 2 раза уже участвовал в школьной выставке коллекционеров. С какой коллекцией ты хочешь выступить? Тогда и сейчас что ты покажешь? С фантиками от конфет и с самолетиками. Так, фантики. Сколько у тебя фантиков в твоей коллекции? Больше где-то 300. Ну ты не выглядишь как сладкоежка, я бы сказал. Это уникальные фантики российских производителей, зарубежных. Какие самые драгоценные для тебя, скажем так, трофей твой? Самый красивый фантик, самый дорогой для тебя? Наверное, это большая шоколадка. Ну, в общем, я долго-долго ел, да. Никита, расскажи, а с чем ты? Да, я пришел с такими наборами детскими из всяких транспортных компаний. Вот, например, это начальник поезда, которого выдают в РЖД. Таких уже нет. Я сейчас сижу и немножко завидую, у меня такого нет. А это из Аэрофлота. Вот это, например, шапочка. Да, лисенок какой-то, да? И шарфик. Это носочки. Вот такие. Тоже а я это пропустила, такие спальные очки. Это же Сочи 2014. Ну, получается, Никита очень много ездит. Ты путешествуешь часто? Да. И вот такой брелочек. Как здорово. Ну, это здорово. То есть, получается, вот эти игрушки, вот этот инвентарь, ты будешь рассказывать, откуда ты их добыл. И где их можно получить. Ну да, как бы. Как здорово. Да, мы там добавили, что вот именно только для коллекционеров мы делаем такие тоже уникальные акции. Они пойдут по тайным уголкам музея с фонариками, по черным коридорам, где бывает только мы, сотрудники. Да, они будут Индиана Джонсами. Да, они будут сниматься в ролике «Я Индиана Джонс», который 31-й кадр студия нас снимет. И они попадут на полдник с директором парка Дмитрием Ивановичем Соловьевым, который ради этого специально в воскресный день приедет, чтобы вот
поговорить с ними как с коллегами. Ух ты, как это. Ну, у вас сейчас есть кадры из музея, да, вот аналогичное мероприятие. Вот, или как даже раз, да, 1 марта мы попробовали такой формат, когда дети сами, то есть не мы делали праздник, мы только его организовали и дали детям возможность как это сделать это здорово. праздник. Но вот мы собирали мамон. Влад Петровна, у нас остается буквально Да. минуточка, И да? вот такой вопрос, это полностью инициатива парка или акция проходит с партнерами? Вот как раз я об этом и говорю, что да, конечно, мы одни не сделаем. Все-таки у нас историки, архивисты, гиды, да. А чтобы вот сделать такой праздник, нам нужны были и студия 31 кадр, да, и магазин настольных игр к нам придет проводить. Ох, как это будет здорово. И Читалина даст свои книжки и проведет, и вожатые, конечно, Влада спецфакультетов. Петровна, во сколько надо быть там с детьми, чтобы они вот... Ну, с 12 до 6 в воскресенье мы ждем всех. Ну, это здорово, да, обязательно спасибо большое, что заглянем. пришли. Сандау, Никита, Влада Петровна, хорошего вам дня и хорошего 15 воскресенья. марта, так? да, мы вас 15 тоже ждем. марта всем быть в музее «Моя история» в 12 часов. Да, друзья, ну а мы русский блог заканчиваем. Да, переходит якутский блог.